Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Крепко вас обнимаю, целую. Молюсь за вас, мои хорошие. Пусть Новый год принесет вам только счастье, только радость и только любовь. Пусть все невзгоды, беды и неприятности останутся в уходящем году. За всех молюсь, всех целую, всех обнимаю. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто вам признается в своих чувствах? Загадайте, пожалуйста, на себя, на признание, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы ходят моими руками. Сейчас не скрыто, это очень важно, можете узнать. Очень крутые знаки здесь вышли. Здесь не только признание, но и даже какие-то извинения и сожаления. Так, хочу начать с человека, которого вы хорошо знаете. С человеком у вас либо натянутые отношения, либо, в принципе, вы как избегаете этого человека. Может быть, как-то себя плохо повел, либо неправильно поступил. С этим человеком у вас состоится очень такой долгий, сложный и достаточно волнительный разговор. Человек вам будет и признаваться, и перед вами как прощения просить за то, что обидел, за то, что не понял, за то, что не оценил, за то, что совершил так много страшных ошибок, которые нельзя ни забыть, ни простить, ни вычеркнуть. Человек признается в своей несостоятельности, в каких-то своих страхах, либо в каком-то своем заблуждении. Вам будет приятно слушать этого человека. Но с другой стороны, вы понимаете, что вы навряд ли к этому человеку вернетесь. Наоборот, даже так и подумаете, как хорошо, что у нас там не получилось, да, как хорошо, что мы все-таки разошлись. Но с другой стороны, приятно, что он вас любит, приятно, что он все это понимает. И опять же, прощения будут просить, искренне будут просить. Вы посмотрите в его глаза и поверите, что он действительно сожалеет, действительно приносит вам свои глубокие извинения, сожаления о прошлом. Такой разговор у вас состоится. Дальше, мои хорошие. Здесь неприятная вам женщина, неприятная, может быть, какая-то конкурентка, может быть, просто скандальная женщина, вам признается в том, что вы для нее как пример для подражания. Вот она будет восхищаться вами, вашей несокрушимостью, вашей внутренней силой, вашим умением встречать проблемы с улыбкой на лице. Прям так и скажет: я снимаю шляпу перед тобой, как говорится, низко кланяюсь. Ты крутая, ты реально крутая. Мне до тебя, когда не барачки. Вот, извините, так и скажет. Вам будет приятно это услышать. Это не значит, что вы там задружитесь, станете подругами, между вами что-то поменяется. Нет, она просто скажет то, что у нее на душе, на сердце, то, что она действительно воспринимает. Да, может быть, она в повседневной жизни этого вам не показывает, наоборот, в каких-то контрах с вами состоит, но при этом человек понимает, кто вы есть на самом деле. И вот она вам все это скажет. Не то чтобы она вас хвалит, но восхищается вами и вашими качествами. Это, кстати, вам придаст силы. Так, у кого-то из вас состоится разговор с детьми. Здесь детки будут вам обещать, что будут вас слушаться, что будут к вам прислушиваться, что не будут баловаться, либо как-то себя неправильно вести. Дети ведь разные бывают. У кого-то маленькие, у кого-то взрослые. Здесь очень трогательный разговор. И знаете, вот у кого-то отыграется, что дети скажут вам спасибо. Спасибо за ваши бессонные ночи. Спасибо за то, что себе во всем отказывали. Спасибо, что воспитали. Спасибо, что и были и мамой, и отцом. Очень трогательные слова. Здесь уже вы до слез, понимаете, дойдете. Не сможете сдержаться. Не сможете сдержаться, потому что такие слова будут серьезные произнесены, такие четкие. И
конкретно отражающие ту ситуацию, которую вы переживаете, либо пережили в прошлом. Хорошие слова вы услышите от своих детей. Вы хорошая мама, вы воспитали замечательных детей. Дальше, мои хорошие. Здесь мужчина будет вам признаваться в том, что вы невероятно аппетитные, в том, что вы невероятно привлекательны и в том, что вы свели его с ума. С таким серьезным взглядом он будет говорить о том, что не может не думать о вас, что вы просто поселились у него в голове, вы у него в крови, и он с собой ничего не может поделать. То есть он вами живет, он вами восхищается, и он вас безумно, страстно желает. Если честно, такое признание, оно вас немножечко, и врасплох застанет, и с другой стороны, может быть, вы желали услышать эти слова именно от этого мужчины. Смотрите, у одних пойдет реакция отторжения, вы скажете: фу-фу-фу, какая гадость, а у других наоборот, понимаете, это признание приведет вас, к романтическим отношениям в горизонтальном положении, давайте так мягко скажем. Но мужчина действительно говорит вам то, что чувствует. Вы действительно свели его с ума. Я вам даже больше скажу. Такое впечатление, что мужчина очень долго сопротивлялся этим чувствам, сопротивлялся этой волне страсти. Да? Может быть, вы не свободны, может быть, он не свободен. Может быть, в принципе, между вами какая-то разница очень существенная, но сердце-то из груди не вырвешь, да? Думать о себе не запретишь. То есть здесь мужчина чуть ли не на коленях будет просить вас в близости с вами, не знаю, признаваться вам в этом. Но такие пикантные моменты. Девчонки, прям кто-то закружится в урагане страсти, а кто-то будет думать: боже, как мне от него отбиться, фу, как неприятно, да, мы ведь коллеги, либо он мой начальник, либо он мой сосед, а что же мне теперь делать с его-то этим безумным, страстным признанием? Но вы все разные, у кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. И, девочки, у кого муж и у мужа друг, который постоянно входит в ваш дом, у вас прям особо какая-то пикантная ситуация, потому что этот друг может вам именно в таком и признаться. Признаться, что давно вас любит, признаться в том, что безумно вас желает, признаться в том, что не может он жить без вас. Да? И вроде как и друг, а с другой стороны, сердцу опять же таки не прикажешь. Да? Кто-то из вас попадет в ту еще ситуацию, а кто-то наоборот, страсть, любовь, роман идет. Дальше, мои хорошие, идет признание ваших каких-то бойцовских качеств. Знаете, побороться, добиться, что-то выбить, вырвать, и так может отыграться. Здесь какой-то человек вам так и скажет: какая ты боевая женщина. Другим мы всем отказываем, а ты прям свое силой берешь. Да, прям будет восхищаться тем, что вы ничего не боитесь, вы никого не боитесь, вы ни под что, ни под кого не прогинаетесь. Знаете, как вижу цель, не вижу препятствий. Здесь именно мужчина, и он именно восхищается. Восхищается, вам это говорит. А вы так пожмете плечами и скажете: конечно, я же за себя борюсь, да, либо за счастье своих детей, либо за правду борюсь. Такая я есть. Знаете, он вам скажет какие-то слова, которые вас прям тронут до глубины души. Может быть, вы этого в себе не замечали, либо вы не подозревали, что вы на это способны. А именно с уст этого человека прям как глаза откроются, да, слова эти, да, откроют вам глаза. Это очень вас поменяет на самом деле, поменяет. Как больше, наверное, себе доверять станете, либо меньше бояться, переживать меньше станете. Поймете, что вам и море по колено. И если вы чего-то хотите, истинно хотите, да, вы ничего, никого не боитесь. Все в ваших руках, как весь мир в ваших руках. Это очень мотивационные слова для вас. Большую пользу, кстати, вам принесут. И сейчас, и в будущем. Так, идем дальше. Здесь признание в зависти идет. Именно в зависти. Женщина, может быть подруга, может быть родственница, признается в том, что вам очень сильно завидуют. А вы будете просто шокированы. Вы скажете: да как же так, а чему же ты завидуешь? Ведь жизнь у меня тяжелая,
судьба тяжелая, все вот прям с кровью дается. Чему ты завидуешь? А она скажет: а ты умная, а ты красивая, а тебя люди любят. Знаете, для вас это тоже будет таким открытием, ведь вы об этом никогда не задумывались. Никогда не задумывались. Смотрите, берегитесь этой подруги. Это не просто так признание, это как вам сигнал и знак, что человек живет уже под завистью. А зависть — это страшное чувство, которое рано или поздно просто выстрелит, и неизвестно, куда, во что попадет. Сделайте правильные выводы. А вообще вам совет все это, как, знаете, в шутку перевести. Там шутка, забава, хихи-ха-ха, да, а сами себе, значит, на заметку возьмите. Не провоцируйте эту женщину. Ей ничего не надо доказывать, ей ничего нельзя доказать. Если человек вступил на путь зависти, то все, пиши пропало. Здесь уже обратной дороги нет. Это такая склонность, да, врожденная склонность, которая долго может в человеке спать, но если она проявилась, тут уже ничего не поделаешь. Надо вычеркивать. Нужно принимать правильное решение и вычеркивать. Да так вам уже подсказка. Так, дальше. Человек с инициалом на букву «Д». На букву «Д». Хорошие теплые слова скажет ваш адрес. Может, это будет тост, может, это будет просто вот как разговор, пожелания какие-то. Очень приятные слова. Я не могу сказать, о чем они, но именно с уст этого человека это будет очень неожиданно и очень-очень для вас приятно. Вот эти слова вам сердце согреют, душу и сердце согреют. Приятные слова. И, кстати, эти слова, они очень правдивые. Так, еще. Здесь ваш близкий человек. У кого есть муж, муж, парень, парень. Человек, с кем у вас отношения. Он вас будет благодарить. Благодарить за то, что вы его именно выбрали, что вы именно ему доверились, что именно его полюбили, что связали свою жизнь именно с ним. Благодарить за доверие, благодарить, что вы от такого дурачка не отказываетесь, что все ему прощаете, что во всем ему помогаете. Он здесь вас боготворит не просто как женщину, как любовницу, как жену, а как, знаете, такую берегиню, его ангела земного хранителя. Вот за это он вас будет благодарить. Очень теплые слова, очень душевные слова. И слова, которых вы вообще не ждали. Вот от него не ждали. Вы ждали что угодно, там, что в любви признается, какое-то предложение сделает. Но то, что он вас считает своим земным ангелом-хранителем, этого вы точно не ждали. Тоже очень, кстати, искренне вам будет это говорить. Еще мне вышел человек, который попытается растопить ваше сердце лестью. Человека либо на букву «Л» зовут, либо на букву «А» зовут. Очень такие, знаете, липкие, льстивые слова. Вас аж покоробит от этих слов. Знаете, вот немножко прям призадумаетесь, вот как я раньше не замечала, что это человек такой подхалим, да, что такой лизоблюд. Прям противно станет, до рвотного рефлекса. Тоже как глаза на этого человека откроются. Прям очень льстивый. Что-то этому человеку от вас нужно. Либо человек пытается вас расположить в свою сторону для того, чтобы как-то вами воспользоваться, либо за ваш счет что-то получить. Но прям прозрение будет по поводу этого человека. Прозрение. Так, еще какой-то честный человек вам встретится. Честный человек, который то ли чем-то поможет, то ли в чем-то поможет, то ли что-то для вас делает. Знаете, этот человек вам скажет слова как объяснение, скорее всего, своему поступку. Ну вот из серии, что вы девушка, что вы женщина, что женщинам нужно помогать, что женщины нуждаются там, в сильном мужчине, в помощи сильного мужчины. И вот эти слова, они прям пробудят вашу женственность. Вы к себе сами по-другому начнете относиться. Знаете, вот по этой отсыпке идет такая энергетика. Вот очень много вы либо о себе не знаете, либо многого даже и не предполагали. Так, еще будет подарен подарок. Подарок теми, кто вас очень сильно любит и кто о вас истинно заботится. Это общая отсыпка. Я не могу сказать, кто эти люди, но их двое.
Их двое. Вот от двоих подарок будет. Подарок как исполнение какой-то вашей мечты, какая-то ваша хотелка. Вы это очень хотели. И эти люди об этом узнали, и вам это подарили. Эти люди скажут очень теплые, добрые слова в ваш адрес. Просто прекрасные слова. И эти слова вас тронут. У вас слезы счастья будут от того, что вы услышите эти слова. Ну и, конечно же, подарочек. Очень замечательный, хороший подарочек у вас будет. Так, и вот предсказание не для всех, для кого-то вот персонально идет. Здесь как видение, как сон, человек, которого уже нет. Возможно, вы с этим человеком не поговорили. Возможно, вы что-то этому человеку не сказали, либо каких-то слов от этого человека не услышали. Здесь либо через сон, либо как видение, как разговор с тем, кого сейчас нет. Вот что-то вы такое услышите, что тронет ваше сердце, либо принесет, наоборот, успокоение вашему сердцу. Опять же, это не для всех. Не для всех идет. Кому-то прям так отыграется. Мои хорошие, энергетика очень теплая, очень нежная, хотя есть тут всякие хитруганы, ну, с ними, я думаю, вы разберетесь. В вашем окружении люди вас и любят, и ценят, и это замечательно. Вы прекрасный человек, замечательный человек. Цену себе еще не знаете. Свои качества еще не оценили. Это у вас все впереди. Слушайте добрых людей, поверьте, они говорят вам правду, они вас точно не обманывают. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.